Новая автоматизированная блочно-модульная котельная в Сыктывдинском Часово готова к эксплуатации. Одобрение объект получил после проверки Печорского управления Ростехнадзора. Котельная построена в рамках инвестиционной программы и уже подключена к местной сети газопотребления. Виктория Палкина подробнее. Эти многоквартирные дома в центре Часова местные называют ПМКовские. Среди сельчан у этих построек не самая хорошая коммунальная репутация. Именно жители этих двухэтажек ранее часто жаловались на холод в квартирах. Приходилось решить проблему это поднимать и на уровень Сыктывдинского района, и на уровень даже республики. В свое время даже приглашали и с общественной палаты. Даже они приезжали, но фактически все оставалось на своем месте. Жалобы в разные инстанции писали больше 10 лет. Старая кочегарка просто не справлялась. Тогда и приняли решение строить новую, газовую. Она будет отапливать 18 домов и все крупные социальные объекты в Часово. В том числе идет общественное здание, то есть здание Дома культуры, здание школы, здание садика и здание ООО «Часово». Есть плюсы и для экологии. Раньше кочегарка стояла рядом с новой школой и детским садом. Местные жаловались, что весь дым идет в сторону образовательных учреждений. Со строительством новой котельной эта проблема исчезла. Замена угольной котельной на газ уменьшит выброс вредных веществ в окружающую среду. Всего в Коме 44 газовых котельных. Работают они в 10 муниципалитетах. В Печорском и Усть-Вымском районе количество таких объектов уже перевалило за 10. Скоро на этой карте появится еще несколько объектов. Самым крупным станет газовая котельная в Инте. Только Федеральный фонд содействия реформирования ЖКХ направил 556 миллионов на строительство новой котельной в Приполярье. Она заменит устаревшую ТЭЦ, в работе которой после прекращения добычи угля в Инте возникли трудности. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.